Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Туркменистан посетит делегация Испании для развития инвестиционного сотрудничества. Премьера спектакля «Оскар» или «Слишком много для одного дня» и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления главе Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву по случаю его убедительной победы на внеочередных президентских выборах. В марте текущего года Туркменистан посетит делегация Испании. Вопросы подготовки визита обсудили в Москве посол Туркменистана в России Эйсен Айдогдыев и посол Испании в Туркменистане Маркос Гомес Мартинес. В составе делегации войдут представители ведущих испанских компаний и организаций, которые обсудят с туркменскими коллегами внедрение передовых технологий и возможности развития инвестиционного сотрудничества. В 2023 году экспорт готовых нефтепродуктов с Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов составил 1,3 миллиона тонн. Продукция поставлялась морским и железнодорожным транспортом в Грузию, Мальту, Азербайджан, Афганистан, Узбекистан и Таджикистан. В главном академическом драматическом театре имени Сапармурата Туркменбаши состоялась премьера комедии «Оскар» или «Слишком много для одного дня» французского драматурга Клода Манье. В Казани состоялась рабочая встреча генерального консула Туркменистана Гычгараева и ректора Набережно-Челнинского государственного педагогического университета Альфинур Галиакберовой. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2023 году. Ректор НГПУ поблагодарила туркменскую сторону за поддержку сотрудничества в сфере образования. Отмечен вклад университета в повышение квалификации 300 педагогов Туркменистана, а также проведение просветительских мероприятий для учеников туркмено-российской школы имени Александра Сергеевича Пушкина. В Швейцарии хакеры взломали 3 миллиона умных зубных щеток, подключенных к интернету. По информации СМИ, злоумышленники с помощью щеток подключались к маршрутизаторам, камерам наблюдения, стиральным машинам и другим устройствам пользователей. Ущерб от атаки оценился в миллионы евро. В туристических центрах Узбекистана будут созданы золотые ряды, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева. Торговые ряды будут представлять туристам широкий выбор ювелирных изделий и мерных слитков золота, произведенных в Узбекистане. Золотые слитки весом от 10 грамм до 1 килограмма станут доступны для покупки в 12 регионах страны. 20-летний туркменский спортсмен Гайгес Истураев завоевал 2 бронзовые медали в толчке и в сумме двоеборья в весовой категории до 81 килограмма на проходящем в Ташкенте чемпионате Азии по тяжелой атлетике. В упражнении рывок Тараев поднял штангу весом 148 килограмм, а в толчке 189 килограмм. Его сумма в двоеборье составила 337 килограмм. 25-летний футболист из Туркменистана Муса Нурназаров находится на просмотре в клубе «Равшан» из Кулябы, выступающем высшей лиги Таджикистана. В настоящее время полузащитник тренируется с командой и может продолжить карьеру в чемпионате Таджикистана. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заработал в 2023 году 275 миллионов долларов и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Второе место в рейтинге занял американский гольфист Джон Ран с годовым доходом 203 миллиона долларов. Третье место у форварда сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси – 130 миллионов долларов. В пятерку также вошли баскетболист Леброн Джеймс и футболист Килиан Мбаппе. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.